Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Реакция на угрозу с воздуха. Охотник задач Дона, охотник план Дона. И конкретно Таджика Дона. Рамзан Кадыров провел оперативное совещание с руководством силовых структур. Память о подвигах жива. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации отметили День Героев Отечества. Чтобы помнили. 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Памятная дата, посвященная людям, которые проявили истинное мужество, силу духа и готовность пожертвовать собой ради страны. В Шалинской школе прошло торжественное открытие парты героя. Подробнее в нашем выпуске. В Грозном прошло совещание под руководством Рамзана Кадырова силовым блоком республики в связи с недавней атакой беспилотников. Инцидент завершился их уничтожением. Глава региона отдельно отметил и поблагодарил подразделения, которые действовали быстро и слаженно. Также поставил задачи по усилению обороны. О дальнейших мерах по обеспечению безопасности в сюжете Турпали Тайсумова. Обращение к командирам силовых подразделений Рамзан Кадыров начал с рассказа о подлой атаке по мирному Грозному со стороны ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов. Попытка ни к чему не привела. Дроны были уничтожены благодаря мобильным огневым группам МВД по Чеченской Республике. В последнее время дроновая атака по республике не сняла. Согласно поручению руководителя субъекта, созданные мобильные группы включают 3 человека в каждой. Они дежурят круглые сутки, охраняя небо от вражеских объектов, отметил в своей речи министр внутренних дел по субъекту Аслан Ирасханов. Уважаемые коллеги, в последнее время выпала атака, уже несколько суток именно по России, масса охотник задач, мобильные группы. Каждый УАЗик хири. Патриот УАЗик, любой таблетка, по 3 человека, красавчик, пулеметчик и расчёт. Каждый маршрут, агенты УАЗик, охотник задач, конкретно выполнить и надо в целом и долго сидел. Тафик, Александр, летик Гулёч, Лелектолёч, Йошем, Ледион. Gençler de böyle tört yolşik vayetne единственное, да, действительно погода дохкач туда на волоху, а так в целом да мол охотник задач охотник план цилон и конкретно Таджика его так он резал да шо так вы даже нет да мол тренчер синош мелду ой хал мох. Страна защищает изнутри и снаружи, пляться если он проблема, ясно. По словам Рамзана Кадырова, спокойную обстановку в регионе недруги стараются омрачить подобными жалкими выпадами, но благодаря действиям региональных силовых ведомств терпят неудачу. Сотрудников, уничтожающих летательные аппараты, необходимо отмечать денежными поощрениями, подчеркнул генерал-полковник. Республика из гушту шейт начинает гушту тяна диес задачи у дня до нового лежит где лесон вы домахкало доктор халк мода что
Шавиги дон, Шимета дон, Бабешвун, Берзянский дон, Белочбеш, военный наш. Шавиги взаимодействие, Шудон, Кичо дон, усилитель ездес дон, боевой расчет дон. Мы полагаем, Йошел из Биттинчен дон, благодарный письмо 6 миллионов, а тебя объявить не надо дон. И просто внимание, году и даст дон. И так дон, Бершер, Точан, Мавюк, что даст дон. Воин Уштик дон, Мела дон, Семхалер, Дусси, Семхалистан, Танесен дон, Ташин, Збиттес дон, Бабер дон, Воин правильный расчет, Шлайтер, и снял Бабер, и Шихен дон, внимание, году даст дон. Var stan chumaketten dawo le zuyore so momentke dan uur dalo der des voor dan sa się kojac dan dat de dan wein dort met dan wein maar dan Yalla Jordan semel die dan sa haqiqa dan كمان بالكات كيف مساج روت نش بتلون حقيقة دان شو مثلا شيء دعارة عم دان وميجر دوش دات دان نفكويم ستوشي دان ودات شو دان هيم مش يقين ميجر دوش دات دان بلس دان وبيجي بودان أوكرانيا عم ترجع دان بوال وسيلة بدل دان ملا دان صار وين دينا دان إزر تعدي ليش لو دات دان ويدعدي عشان ويدان بقلا شو شوي ناس نيدان مسلمت دان سان ركيتشي شي دان بقلا مسود دران ولا چیزان شش بال میتادان اشتیات میخوای دستان قدی دان بغر بود دستان سوال دان یوشو سمال دیزان در دست بود عصبی شد اومد دوی دان پلیمیات دان شوت نو دان تو اومد دوی های دان دستان چون تو یهشو میتی حاجه هاش دان پرکتیکا دان دیمی یک یوشو اشکیا کارش دان سن وقتی بیش دان پرکتیکا دان استیا بابا بیزان میشت با یزد دان عام دیز دستان چون مثلا برکادر زلاله. Скоро новогодние праздники, и ничто не должно омрачить настроение жителей и прибывающих гостей, рассказал глава республики. Такой обстановки, как сейчас, не было в начале нулевых. Просто выходить на улицу было опасно. И защищая жителей от терроризма, некоторые силовики пали героями в борьбе со злом. Политик дал поручение, чтобы работа над обеспечением спокойной обстановки в родных местах была усилена со стороны каждого представителя силовых ведомств, взаимодействуя с Советом безопасности субъекта во главе с Адамом Кадыровым. Новогодний праздник, что ويدوش بوغ بردوق وحيشي بودون داق إذا دون استعان سويشان على الرؤية دون الأرض دي شنو حل دون ويريس بوري دون تيك دومو سواور دون ويريس بوري دون تمخين دون اور دين شو بيل شنو ميلتوي بويش دون تشوجي دون ريتشل فول محمد دون بس متنا جيرو رسي ليتسم دون دون إز دون شن هم دليل شن دافي تبعكم بودون دافي دابيش بودون شده دان افتاد هایش سگرای اوی جزبک دان امیر باید باشد دان با بنیت کن دار ولی دستان شورتین دان ولی نجات قرار دستان انسان دان مدل دان کیگی بیش دان پیام بیشتر داشت دان شده دان سنبیل سوارون دست باش ریزالی داشت نشید شدان اروالی شدان گوشت شده دیگه دان و وی وقت نیازیش گرسنیتر دان دوار سوال تعمد داشت فرقت وارو چو على ایشوش در دست تان ولی سوری دان کیچ بشه دو بود سکیش شده دان دستان یوروپی واقع دان شد ولی شود سن دان سن دیگه دست دان کان هول زایشم دست دان شی بت دو دان هیچ شده این وقت موارد دست دایم وقت بود تو دو خودش دست دان دایم وقت دان ستوش عشق مدش خیلی گیرن زدک داشت دست دان دلخت هم نون ای حال دان صاحبش دوستش هم شیاجوش دست دان يجازش يقي تايل تغل دالة تعامل داست يز دوش داست يجازش بيفون إيش دون غل دالة مش ديالوش بيفون إيش ويجوا ويماسة بود إسكوس من إنتلكت دوسار دون هاي مور وان ويحضر على عهود ويحلو أقديش حلو يجازش دون حلو أقديش دون تا دلالوش دو وانقوش داست دون دلالوش وديز ما سمعت دون استعي تبغى بيش حوس نيز دون ويمسوا أعور دون نبرلينش قاعدون ويوصلوا مس نبرلينش قاعدون واحد نسلوش دون صيد безопасности هذا مع دون زي ما ديش في البوابة بيز مثلا قاعد أصلا ونداش دون ويفرق دون دولي شو داس قاعد داس دون ويحط صوت ورشو تم دوش دو دا كاران لشيقي ورشو دون لشتكيت شو داس دون Также он поздравил присутствующих с Днем Героев Отечества. По его словам, недавно врученные высокие госнаграды официальным лицам подтверждают эффективный труд командиров и личных составов подразделений армии.
det adalatan den giroy do derson shushade desa giroy shdo derson atan ve respublika iktidar resi bu derson din و درستان ایش عمل عجیبی چندین دقیقه بود درستان داخل نبود درستان استوری صحنه خیلی دمجوات سوتنجایی گروه گنرال دان دلم خانه سیمه دان در بیت که ول دان آسیان دان چیت شلیپین از بکری هم بود درستان یا دستیجنی یا درست عمل عجیبیت دان تنوس میادان گروه گنرال خود درستان در وی لیلوش داشتن دادن سودا خیلی وی دادن وی لیلوش دادن شیده خودت وی شیده داشتن گینه دادن وی دان مسافر دان مسافر ورد دو خلوی سیم خلوی دان مسافر دقیق شد دیز مسافر بچه نباشه بیزاتن دان پست احسان دان لبوی متعشی هیچ خلوی دست کوچ میالن متواد باشه دیز پیچانشون وعده شده دستان بیزاتن پست علی خود میش حلوی سویچ دان تو سرز دان نخی خان بی دان استعدان بابش بحثون در وقتی صوبه بیزی حقوینز وجه دان چست دان سویچ نچه پنیمت از وی تیرک سالت ساعت خان بود دستان تندل دان شما سودان استعدان رویوش بحثون یهوشو علرد کل دکتر دان شدو دان شو برکل دیریز خل علرد دان الهوش داده شدان برکل دیریز خلیل کن دال بود عدوی شده اتو بود شد مسیری الله اکبر احمد سیده. Атака беспилотника была успешно пресечена, в первую очередь благодаря бдительности правоохранительных органов, не позволивших вражеским силам нанести урон зданиям или отнять жизнь человека. Со стороны 36-го в сторону города Хадовшдо выпала сбитина. Тут я был добьюч, был вода МТР гояшу, почти каждый день был на контроле до совещания шуяш. Иншаллах, войду гордать, когда бабир бухтя. Руководство субъекта имеет цель не допустить осуществления недругами зловещих планов по отношению к региону и стране. Противодействие террористическим угрозам налажено четко и грамотно. Имеется хорошая взаимосвязь между всеми структурами, обеспечивающими безопасность граждан субъекта. Турпа Лолита Исумов и Моусар Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. День Героев Отечества – это не просто дата в календаре, а день национальной гордости и памяти. Мы говорим спасибо тем, чье мужество и доблесть являются примером для всех поколений. К этой памятной дате присоединилось и Министерство Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации, подчеркивая особую роль средств массовой информации в патриотическом воспитании и сохранении памяти и подвигах. Как прошло мероприятие в материале Медины Мударовой. День Героев Отечества – праздник особой важности, в который воздают высочайшую дань уважения тем, за плечами которых личный подвиг, самоотверженность, мужественность и решительность, проявленные во имя Отчизны, несмотря ни на какие преграды. Этот день в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печать информации празднуют с особым размахом. Среди собравшихся представители органов и государственной власти, силовых структур региона, духовенства, общественных и ветеранских организаций, а также участники специальной военной операции и представители молодежи. Все они чествуют героев. Помощник главы субъекта, руководитель ведомства Ахмед Дудаев подчеркнул, что Чеченская Республика на протяжении всего времени воспитывала достойных сынов Отечества. Ну а самым главным примером для нас служит первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Для всех нас настоящим эталоном, примером героя Отечества, защитника Отечества является наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Это достойный, наглядный пример, как один герой Отечества может повлиять на ход истории целого народа. Поэтому мы считаем честью следовать курсу нашего первого президента, поэтому мы называем его нашим национальным лидером. Бол бадольш, я йолш майра больш, вой ом турпал вой бу, о трэш беш белштя. Шун хок хакайкин сабаркаллит кият делла, шох сенеде хайкин шох лат диг дуаш алла. Сатхайшук бол ларам, дахка о шо сидер гайт гертко, шо хордина хакайк шо хордина шун сохч диши духа хардасар хундалжи.
В ходе мероприятия состоялась церемония награждения, где благодарственными письмами от Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации были отмечены сотрудники региональных подразделений. За значительный вклад в сохранение безопасности и правопорядка в Чеченской Республике и в связи с празднованием Дня Героев Отечества благодарственными письмами Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации награждаются Пашаев Муслим Молдиевич, подполковник полиции. Поощрили и представителей СМИ региона. Благодарственное письмо получила корреспондент и ведущая ГТРК «Война» Лейла Муртазова и ведущий ТРК «Путь» Ислам Ершов. Также в рамках проведения конкурса на лучшую журналистскую работу среди средств массовой информации Чеченской Республики на тему «Служу Отечеству» награждаются Муртазова Лейла Хусановна, корреспондент первой категории ГТРК «Война». За лучший документальный фильм в номинации «Телевидение» награждается Ершов Ислам Николаевич, корреспондент и телеведущий телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Направление, в котором я получил именно эту награду, здесь работа проделана больше не именно из-за награды, а из-за того, что ты хочешь, чтобы другие люди, не только в нашей республике, но и по всей стране, знали своих героев в лицо, тех героев, которые на полях сражений отстаивают свои интересы своей родины, культурные, религиозные и семейные ценности. И хочется, чтобы общество о таких героях настоящих, на которых мы все должны равняться, знали как можно больше. В апреле 1934 года было учреждено звание Героя Советского Союза, которого удостоились 9 чеченцев. Статус Героя России получили 24 представителя нашего народа. 2 из них получили награды за подвиги в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мы знаем примеры подвигов и участия чеченцев и в русско-турецкой войне 1877-78 годов, и в русско-японской войне 1904-1905 годов, и в Первой мировой войне, и многих других вооруженных конфликтов, войнах, которые вела Россия против внешних врагов. Тогда откуда брались эти подразделения? Батальон, целые полки. Это были все добровольцы. То есть история добровольчества, она для чеченского народа, она очень близка. Даже в период Великой Отечественной войны. Для собравшихся выступили военный оркестр Грозненского соединения «Росгвардия», а также артисты департамента мэрии города Грозного. Подобные мероприятия воспитывают у молодежи чувство гордости, а также уважения вооруженным силам России, защитникам Отечества и историческому прошлому своей страны. Сегодня, в День Героев, я бы хотела поздравить всех наших военнослужащих, те, которые служат в зоне СВО, те, которые служат в нашей республике, не только в нашей республике, и по всей России. День Героя – это не только военнослужащие, это герои, которые своими подвигами делают добро для нашей страны. Стоит отметить, что чеченская земля взрастила немало героев, имена которых золотыми буквами вписаны в историю. Это личности, жившие в разные эпохи, в их числе легендарные защитники Родины времен Великой Отечественной войны. Как, например, герой Советского Союза Ханпаша Нурадилов, первый президент Чеченской Республики, чья мудрость и беспримерное мужество заложили основы мира и процветания. Его дело продолжает глава региона Рамзан Кадыров вместе с соратниками. Под его руководством чеченские воины проявляют высочайший героизм и отвагу. Напомним, чуть ранее высшей государственной наградой, званием Героя России, был удостоен еще один достойный сын чеченской земли – генерал-лейтенант Шарип Делимханов. Он один из тех, кто с первых дней службы трудится на пути Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В Чеченской Республике с большим трепетом относятся ко всем, кто преданно служит отчизне, чтят их память и подвиги, а также гордятся героями, которые сегодня неустанно борются против противника на передовой, оберегая покой государства. Медина Мударова, Сейдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика.
Всероссийская акция «Парта Героя» продолжает шагать по стране. К ней присоединилась и 11-я школа Шалинского района. Теперь там есть своя «Парта Героя». Ее открыли в честь Сулима Селимсултанова, человека, чье мужество и отвага стали примером для подражания. Мероприятие также приурочено ко Дню Героя Отечества. Слово Лимде Жамалдиновой. 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Памятная дата, посвященная людям, которые проявили истинное мужество, силу духа и готовность пожертвовать собой ради страны. Этот день объединяет разные поколения и напоминает нам, что подвиг не имеет срока давности. В школах, городах и семьях звучат имена тех, кто стал примером служения отчизне. Гостей здесь встречают учащиеся, выстроившись в живой коридор. Сегодняшний день для них особенный. В их школе открывают парту героя. Среди почетных гостей Магомед Эмин Ахмадов, управляющий социальным фондом по Чеченской Республике. Для него ребята приготовили небольшой показ своих кружков прикладного творчества. Резьба по дереву, основы шитья. К слову, все то, чем живет школа вне уроков. Ну а в актовом зале гостей уже ждала концертная программа. Ученики подготовили проникновенные номера, стихи о мужестве, песни о родине и танцы. Каждый из них стал данью уважения подвигам защитников страны. Эти выступления эмоционально настроили аудиторию на главный момент церемонии. Подаю нам голоса не потому так часто и печально. Главный повод встречи – открытие парты героя имени Сулима Селимсултанова. Его семья, родные и близкие присутствуют в зале. Перерезав торжественную ленту, первым за парту сел брат героя. От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова семье вручили материальную поддержку в знак внимания и признательности за подвиг Сулима. Мать Селимсултанова была награждена медалью. خوشین شده دیلا سو پرخت اشمایر تومس سو دیلا دیک چاوق سایبوش کمان دیر می نمیوت وری ساتیگا اقنا اوست ورتون جو دیک نا اوستی بر دوک دوک بول نا اوستی دابل چان اسلی دیلا سولیم نا اوستی دابل تاجیم لر لولا سولیم الاشیک الچ بوخلا زود یوسم نانا یوها تاجیم واتا ایهم دیلا مام شاتاره موا شواتا اشخص خذوهم بواتر الیر سكتشي توني دينا كي هم دات ديرز رمزاني حاجنا الله ارسون سولار ليرين هوك سون соуч дайтер. Сулим Селимсултанов был человеком редкой стойкости. С детства выделялся дисциплиной, благородством и чувством ответственности. В службе на специальной военной операции проявил себя как отважный, решительный и честный воин, до конца оставшийся верной присяге. Ему было 24, когда его жизнь трагически оборвалась. класса مسارع отличается дешори شيء ديكاليت غلقت دائما تنبغيش مساحي خرخوچنا شيء أدنى класс никс так эстин человек доброй души олко версимата от скепара та غلق чаквелу итхвет. Всероссийская акция «Парта Героя» действует во многих регионах России. Его цель – сохранить память о земляках и защитников Отечества. Данная акция приурочена в рамках объявленного года президентом Российской Федерации, года защитника Отечества. Эти акции служат примером для подрастающего поколения, как нужно беззаветно служить и защищать свою родину. В наших образовательных учреждениях открываются такие парты. Уже более 3 десятков образовательных учреждений имеют такие парты героя. Школа номер 11 известна в Шалинском районе крепкими образовательными традициями, активной воспитательной работой. В рамках мероприятия сотрудникам образовательного учреждения передали федеральные награды. Здесь уверены, что такие мероприятия помогают сохранить историю и формировать уважение тем, кто пал во имя Родины. Сердечно благодарю всех, кто пришел разделить с нами это важное событие. Особые слова признательности хочу выразить Кадыровой Аймане Несиевне, президенту регионального общественного
Государственном фонде Чеченской Республики имени Ахмата Хаджи Кадырова и Министерству образования и науки Чеченской Республики. Благодаря их неоценимой поддержке, совместными усилиями и вниманию в сфере образования наша школа получила 100% оснащение учебных кабинетов. Это не просто материальная помощь, это огромный вклад в будущее наших детей. Мероприятие завершилось минутой молчания. Парта героя отныне станет частью школьного пространства. Местом, которое будет как напоминание детям о мужестве их земляка. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Регионы внедряют цифровые решения для социальной поддержки населения. В Чеченской Республике пенсионерам начали выдавать специальные электронные удостоверения. Их цель – сделать жизнь старшего поколения удобнее, избавив от необходимости носить целую папку бумажных справок для подтверждения льгот. Подробнее расскажет Лейла Муртазова. Пенсионеры Чеченской Республики теперь могут получить электронное удостоверение через портал госуслуги. Нововведение внедряет отделение Социального фонда России по Чеченской Республике. Цифровой документ стал альтернативой привычному пластиковому. Отделение СФР по Чеченской Республике начало свою работу по выдаче электронных свидетельств пенсионера, позволяя гражданам получить удобным и современным способом удостоверение пенсионера. Это следующий шаг в масштабной программе по цифровизации социальной сферы, призванной сделать получение услуг и льгот максимально простым и понятным способом. С первых дней запуска пенсионеры проявляют высокий интерес и уже активно устанавливают электронные удостоверения при обращении в отделение. Лейле Дунаевой 53 года. Она из тех, кто уже воспользовался такой услугой. Я являюсь получателем пенсии с 2019 года. Сегодня я пришла, чтобы установили на мой телефон электронное удостоверение. И мне помогли и установили. Те, кто предпочитает привычный формат, по-прежнему доступно получение пластикового удостоверения в клиентской службе. Но электронные варианты позволяют быстрее подтверждать статус и получать государственные услуги. Вот так выглядит электронное свидетельство пенсионера. Это QR-код в личном кабинете на госуслугах. Пенсионеру не надо посещать отделение СФР или писать заявление. Система считывает документ автоматически. Все действующие пенсионеры уже получили свой QR-код в личном кабинете. Для тех, кто приобретает статус впервые, электронное удостоверение формируется в течение 10 дней после назначения. Лейла Муртазова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.